Я тебе говорю, ливень. 20 Mayıs akşamında yapılan törenlerde yakılmış olan mumları görüyoruz. Kafkas-Rus Savaşı'nın başlangıcı ve bitişinin tarihlerinin yer aldığı ışıkların yanında Adige bayrağı da yer almakta. День плакала вся земля убыха. Словно в одно и то же время из всех их домов выносили по покойнику. Видел ли ты, мой дорогой Шарах, как плачут вместе старики и дети? Слышал ли ты, мой дорогой Шарах, как плачут вместе старики и дети? И если не слышал, не дай Бог тебе это когда-нибудь услышать. Нет ничего страшнее этого. Как только горы наши выдержали и не рухнули, услышав это, как только наши реки не стали солеными от слез, пролитых в тот день. В доме было холодно, очаг уже потух. Мы все стояли неподвижно, зная, что сейчас пойдем туда, откуда, наверное, уже никогда не вернемся. Каким жалким становится человек, когда он не знает, что его ожидает. «Пора», — сказал отец. Я вижу, что соседи уже выходят из ворот. Он обнажил свою голову и, стоя посреди нашего дома, посмотрел в потолок так, словно сквозь небо видел, сквозь потолок видел небо. «Дитха, благослови нас, бедных». Потом отец подошел к очагу и согревал своим теплом моего деда, моего отца, мою мать. Ты согревал меня и моих детей, и прости меня, что я тебя погасил. Сказав это, отец вытянул к себе черную от сажу цепь и поцеловал ее. Потом вытащил кинжал, разрыл землю около очага, насыпал горсть ее подвешенный к поясу мешок и сказал: когда я умру, высыпьте мне эту землю на грудь. Чем дальше мы уходили от своего дома, тем все больше и больше людей шло, ехало рядом с нами. Наши соседи везли на орбе свою больную мать, которая уже 5 лет не вставала с постели. «Для чего вы меня туда везете? Для чего вы меня туда везете?» — причитала она. «Да оставьте меня здесь, похороните и уходите». А народ все стекался и стекался по дороге, и теперь уже, если обернуться, уже не видно было конца всем идущим. Шли понуро и тихо. Через несколько часов, там, где наша дорога соединяется с другой, я услышал громкие голоса. Толпа людей загораживала дорогу, и я и несколько моих друзей, обгоняя впереди стоящих стариков и женщин, побежали и увидели, что прямо по дороге
Перед остановившейся толпой, обнаживший шашку, стоит Ахмед, сын Баракая, а его белоснежный конь топчется рядом, привязанный к дороге привязанный у самой дороги. «Убейте меня, но пока я жив, вы не пройдете мимо меня!» — кричал он, размахивая шашку. «Вернитесь, пока не поздно, в свои осиротевшие дома, разожгите свой очаг, в котором еще теплится огонь!» «Уйди с дороги, Ахмед, сын Барака, нас ждут корабли!» «Да, вас ждут корабли, но когда вы поймете, что вас обманули, они вас уже не вернут обратно. Я много раз там бывал, и я знаю, что вас там ждет голод, рабство или смерть. Они отберут у вас ваших сыновей, поставят их под ружье, пошлют их воевать, и они больше никогда к вам не вернутся. Для этого и только для этого они вас туда зовут». Ахмед, сын Баракая, кричал, но хоть он уже и на несколько минут остановил толпу, его никто не хотел слышать. «Чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы геуры насильно окрестили наших детей? Мы мусульмане и плывем в мусульманскую страну. Да в пропасть вы плывете, в пропасть!» — кричал, не останавливаясь, Ахмед, сын Баракая. «Люди, но неужели нет ни у кого-нибудь родственников, кто мог бы успокоить этого сумасшедшего?» «Не подходите ко мне!» — кричал сын Баракая. Все равно, пока вы меня не убьете, я не пущу вас. Ну, те, кто ушли, но хотя бы вы останьтесь и сохраните свой род». «Эй, Ахмед, сын Баракая, если бы ты желал нам добра, разве бы ты отстал от своего народа, и разве бы ты не поехал вместе с ними? Ну почему? Среди вас нет настоящего мужчины, который бы сразил меня раньше, чем я увижу, как гибнет мой народ?» Не отступая ни на шаг, кричал сын Баракая Ахмед, но толпа прижала к нему женщин и детей, и он уже не мог тронуть, и отступил. И, оттесняя его все дальше и дальше в сторону, толпа медленно двинулась мимо него, и никто не посмотрел в его сторону. Чем ближе к морю, тем нас становилось все больше и больше. Недалеко впереди, поддерживаемый с двух сторон своими двумя внуками, шел слепой старик. Сколько я себя помню, на всех праздниках игравший на своей абхиарце. Сначала, когда мы шли, я не заметил его, но теперь, когда мы уже приближались к морю, он снял с пояса абхиарцу, настроил ее, провел по ней смычком, сначала заиграл, а потом запел. Шел еле, передвигая ноги, но голос у него был, как всегда, чистый и такой сильный, что нельзя было даже поверить, что он принадлежит старику.
шедших впереди и сзади, слушали его и звук его обняться. وصغى وقدامي بيشب زشر أغابسا نمسي شابزي Хакуш выбгнал вымыса лет прошло с тех пор, а в моих ушах так навсегда и осталась эта песня. Я много раз видел, как из упавшего в землю зернышка вытягивается стебло. Я много раз видел, как рождается жизнь, но только раз слышал, как рождается песня. Она родилась в тот страшный день по дороге к морю и всегда оставалась с нами. И когда наши плечи не выдерживали горя, мы сходились в круг и подтягивали тому из нас, кто лучше всех знал эту песню. Пели ее, пели. Пели до тех пор, пока не уставали. وزشو زبان شو ويتامي بيشم بأر خواب غابده أدرس قدم بسر شاتاني قيقوت ومجو Пели ее до тех пор, пока не уставали. Поверишь ли, мой дорогой Шарах, нам становилось легче. Нам становилось легче от этой усталости. Когда мы вышли на берег, там негде было уже поставить ногу. На берегу, тесня друг друга, толпились люди и скот. В море, подальше от прибрежных скал, стояли пароходы и парусные корабли. И одна за другой лодки отходили от берега, полные людьми, возвращались пустыми, снова уходили полные, снова возвращались пустыми. Когда солнце опустилось, на берегу не осталось ни одной души, кроме ревущей голодной скотины.
Я и еще несколько молодых моих друзей оставались самыми последними, пока не отправили всех наших соседей и родных. Поцеловав камни, мы вскочили в лодку. Почему я не умер? Почему у меня не разорвалось сердце, когда я одной ногой еще оставался на берегу, а другой ступил уже на корму лодки? Какое бы это было счастье! И сколько несчастья я бы избег в своей долгой жизни. Наша последняя лодка, покачиваясь, все дальше отходила от берега, как вдруг, повернувшись я, вслед за мной все мои остальные соседи увидели подскакавшего к берегу на белоснежном коне всадника, в котором мы уже, конечно же, узнали Ахмеда, сына Баракая. Он соскочил с коня, набросил на него уздечку и отпустил его на волю, а сам встал над водой на краю скалы. Он махал руками, что-то громко кричал нам, но встречный ветер относил от нас его слова. «Да давайте вернемся и возьмем его с собой», — сказал я. «Ну нельзя же его оставлять одного». Все молчали, не зная, как поступить так или иначе, но Ахмед, сын Баракая, решил это за нас. Мы услышали пистолетный выстрел, и мне даже показалось, что я увидел маленький сизый дымок. Выстрел уже раздался, Ахмед, сын Баракая, еще стоял на краю скалы. Потом он качнулся и упал в море. А его конь, испугавшись выстрела, побежал по пустынному берегу. Мы все были в смятении. Там, на берегу, когда он пытался нас задержать, его никто не хотел слышать, но теперь его смерть наполнила наши сердца тревогой. Кто так поступил с собой, наверное, знал какую-то правду, которую не знали мы, но уже было поздно. Страна Убыхов была пуста. Наш набитый до отказа людьми парусный корабль, накренясь, развернулся, взял курс в открытое море. Чем дальше мы удалялись от берега, тем резче выделялись очертания наших гор на горизонте. Я привык к ним, я рос на их груди, я до сих пор помню каждый их зубец такими, какими я видел его в те последние минуты. Чем дальше уходил корабль, тем все больше и больше затягивали горы вечерней синевой. Еще немного, и они совсем исчезли с глаз. Слепой старик снова заиграл на своей абхиарце, и теперь он уже не пел, только играл. Звуки ее были слышны то лучше, то хуже. Когда их заглушал то шум волн, то скрип мачт. Но я сразу услышал, когда абхиарция совсем замолчала. Она замолчала, а у меня почему-то замерло в сердце, и я подошел к старику. Он сидел на палубе в своей старой поношенной черкеске,
подложив под себя бурку. Его внуки, шагавшие с ним целый день, спали по обе стороны от него, положив головы на колени. Наверное, и сам заснул, подумал я, но, подойдя поближе, увидел, что он не спит. Слезы. Слезы капали из его слепых глаз, текли по щекам и капали на его абхиацу, которую обнимал так, как будто это была последняя горсть его родной земли. Неужели он своими слепыми глазами до сих пор видит те очертания нашей родной земли, на которую нам уже никогда никогда konuştuğumuz zıpsati cüsnurat prosta Mecipstu Musurat 20 Mayıs gecesinde Nalçık Parkı'nda sürgünü anma törenlerinde bulunduk. Yoğun yağışa rağmen herhangi bir ayrılma olmadan insanlar müzikleri dinleyerek, ezgileri dinleyerek, uğur edicileri dinleyerek
yağmur altında bu etkinliğe katılmaya devam etti. Biz de bu yağmurdan ayrılmayarak gecenin son dakikasına kadar bu programı izlemiş bulunduk. Böyle bir yerde, böyle bir anda bulunmaktan oldukça mutlu olduğumuz gibi oldukça duyguluyuz. Sizlerin de bu duyguyu tatmasını diliyorum.